Добрый вечер, уважаемые подписчики. Ну, в связи с мероприятиями, противоэпидемическими мероприятиями, которые мы начинаем в городе Якутске, я решила сегодня ответить на ваши вопросы. Сразу скажу, что отвечаю я сегодня на вопросы вот в связи с профилактикой коронавируса. Все остальные вопросы, они будут записаны, поэтому, значит, можете, конечно, задавать, но отвечать я буду вот на заданную тему. Ну, вы знаете, что 25 марта президент Российской Федерации подписал указ об объявлении с 30 марта по 3 апреля в Российской Федерации нерабочими днями, и затем был подписан указ главы Республики Саха-Якутия, значит, о дополнительных мерах по, значит, режиму повышенной готовности на территории Республики Саха-Якутия и в частности на территории нашего с вами города. И мэрией города Якутска 26 марта во исполнение указа президента России, указа главы нашей республики, подписано распоряжение, значит, о введении дополнительных ограничительных мероприятий. Вы знаете, что с завтрашнего дня в нашем городе будут работать только продуктовые магазины, значит, хозяйственные, специализированные хозяйственные магазины, аптеки, ну, понятно, что медицинские учреждения и все предприятия, которые обеспечивают, значит, надежное, стабильное жизнеобеспечение нашего с вами города. Соответствующее распоряжение мы, в принципе, уже во все средства массовой информации разослали. У меня, значит, в Инстаграме оно тоже висит, поэтому можете там посмотреть, ознакомиться. Значит, так, вот, значит, пошли первые вопросы. Почему у транспорта такой интервал? Ну, обратите внимание, еще раз повторюсь, президентом Российской Федерации объявлены нерабочие дни, поэтому большинство предприятий работать не будет, и поэтому в часы пик, когда все-таки люди, которые вынуждены будут работать, поедут на рабочие места, мы установили интервал более короткий, с 6:30 до 9 утра интервал будет 10 минут, каждые 10 минут будут ездить автобусы, так же, как они ездят сейчас в выходные дни. С 9 утра до 17 часов автобусы будут ездить каждый час. И с 17 до 19 часов они будут ездить по 15 минут, и после 19 часов тоже каждый час. Вы должны понимать, дорогие подписчики, о том, что нерабочие дни, они установлены для того, чтобы мы с вами держали социальную дистанцию. Наша с вами задача сейчас не допустить дальнейшее распространение коронавируса в городе Якутске. И поэтому, конечно, я вас очень прошу в эти дни минимизировать любой выход в город, любое посещение людных мест, не покидать свои квартиры, свои дома без лишней необходимости. И я вас очень прошу, чтобы вы это время максимально посвятили своей семье, своим любимым занятиям, своему хобби, чтению, смотрите любимые фильмы, сериалы. И, как я уже говорила, вяжите, пишите, шейте, делайте все, что вам нравится, только, пожалуйста, пожалуйста, оставайтесь дома, сохраните здоровье себе, своим близким. В первую очередь, конечно, мы говорим о пожилых людях. Вы знаете, что им рекомендован режим самоизоляции. Люди старше 65 лет должны находиться в это время дома, не покидать своих квартир, своих домов. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы ваши старшие оставались дома. Так, значит, вопросы. Вопросы у нас. Так, зарплата ВП будет во время карантина. Но обратите внимание, что указ президента Российской Федерации распространяется на все территории нашей страны, на все предприятия, все учреждения, независимо от формы собственности. И поэтому, если ваши трудовые права нарушены, вы должны обратиться в трудовую инспекцию по Республике Саха-Якутия для защиты ваших трудовых прав. Про детские сады вопрос следующий. Про детские сады. Значит, детские сады, как муниципальные, так и частные, закроются. Останутся 3 дежурных группы в одном детском садике, муниципальном дежурном детском садике. Туда будут определены дети медицинских работников, сотрудников полиции, тех, кто сегодня вот прям на переднем фланге борется с коронавирусом и действительно не могут, значит, находиться дома и быть со своей семьей. Поэтому, значит, дети вот этих сотрудников, они будут приняты в эти дежурные группы и будут посещать детский сад.
Так, при самоизоляции. Как будут оплачивать при самоизоляции? Ну, лица старше 65 лет на сегодняшний день, вот по указу главы нашей республики Асена Сергеевича Николаева, первую половину суммы по 2000 рублей они уже получили. По остальным самоизоляции, значит, если оформлены больничные листы, вам должны оплатить больничные листы. Очень быстро двигаются вопросы. Я просто не успею. Школы все закрыты на следующей неделе. Потом начнется значит, дистанционное обучение. По дезинфекции, да, управляющие компании не справляются. Совместно, значит, мы и с Роспотребнадзором, и с нашими, значит, управами этот вопрос будем решать. Поэтому, значит, будем усилять дезинфекционный режим. Управление Росреестра, за них ответить не могу, полагаю, что, значит, на их сайте можно посмотреть расписание, как они работают. Предприятия, которые обслуживают именно обеспечение жизнедеятельности города. Нет, значит, непрерывные производства предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города, они, значит, работают всю эту неделю, поэтому не беспокойтесь, тепло, свет, вода в ваших квартирах будет. Так, если будет интервал 1 час, будет ли много народу? Спрашивают вот на якутском языке. Өсі биддетебін бұл өребіл күрдік күнлерге бағалысты жиятырыларын автобустар ғырылары эти волонтердерға, онна эти күнлерге үлелі жонларға аналлақ олығын атыттар бары бағалысты жиятырыларын әхеға онна ол автобускаларын қанны да баран надағат хоқ болланы бағалысты жиятыр тақсыман. Так, заболевшие живы, все живы. Значит, все находятся под медицинским наблюдением, поэтому я думаю, что медицинские службы лучше вам расскажут, но там 14 человек как есть, так они и есть, все нормально. Так, задавайте вопросы по делу. Так, не забудьте информацию про аэропорт, как там дела идут. Значит, аэропорт, значит, все въезжающие контролируются Роспотребнадзором, поэтому там 2 поста, насколько я знаю, работают, поэтому контролируется въезд. Директор школы номер 1 призывает работников идти на дежурство. Так, управление образования, пожалуйста, зафиксируйте этот вопрос, на какие дежурства призывает идти директор школы номер 1. Посты ГАИ будут закрывать въезд в город? Нет, посты ГАИ, значит, въезд в город закрывать не будут, но я убедительно прошу жителей улусов, как соседних, так и дальних, воздержаться без лишней необходимости в эти дни от поездок в город Якутск. Пожалуйста, теолог-тахтора Джокуска коракка бүкінерге келемен, тоқтүлелебет, бидді торговый центрүлелебет, олеген пожалуйста жетер хиджин манна тахин кутталлах озбалыгыне деккасек, олеген пожалуйста жетер қалын, коратолог-тахтора еме улуска тақсыман, коракка халын джонаргуту Карстан. Так, когда закончится коронавирус? Ну, никто в мире это сейчас предугадать не может, поэтому мы сейчас принимаем меры для того, чтобы его сдержать. И нам нужна от вас помощь, единственная помощь, очень простую вещь вы должны сделать, помочь властям в борьбе с коронавирусом, просто, значит, держать социальную дистанцию. Так, дезинфекции не происходит, пожалуйста, пишите адреса. Детские магазины работать не будут, товары первой необходимости вы можете купить в крупнейших хозяйственных магазинах, о которых все знают, я их тут рекламировать не буду, либо же в хозяйственном магазине поблизости. Опять же, объясняю, что не запрещена онлайн-продажа и онлайн-доставка, поэтому можете заказывать товары через интернет, либо же мы скоро оповестим список магазинов, которые доставляют товары на дом, можете там заказать. Детей надо строго контролировать, да, совершенно правильно, контролировать надо, поэтому, значит, это в первую очередь задача родителей. Бабушки, дедушки, родители, следите за своими детьми. Маски действительно, с масками действительно проблема, и проблема по всей Российской Федерации. Значит, надо немножко потерпеть. Правительство республики над этим работает, обещают вот в ближайшем будущем маски завести. Но на самом деле маски нужны людям, которые уже заболели, здоровые люди вообще рекомендуется маски не носить, либо же маски носить надо в людных местах. И вот поэтому, поскольку следующая неделя вся объявлена нерабочей, пожалуйста, никуда не выходите, и маски вам не потребуются. Гемодиализные пожилые больные, так, как они могут ездить, через день ездят на процедуру, обезопасить себя.
Ну вот, значит, надо обеспокоиться. Самодельные маски, как показывает практика, и моя практика довольно-то как бы работают, поэтому, пожалуйста, значит, обеспечьте больных сами, помогите им. Или пусть шьют сами. Ну, здесь вот надо нам всем соорганизовываться. Если у кого-то прям совсем не будет масок из гемодиализных больных, то через общественную организацию можете к нам обратиться, постараемся чем-то помочь. Якова Потапова не было уборки, принято. Так, работников птицефабрики заставили написать заявление о неоплачиваемом отпуске. Сказали, что все о выплатах это вранье. Еще раз говорю, если у вас есть сомнения, в данном случае я как бы сомневаюсь, обратитесь в трудовую инспекцию. Они должны защитить ваши права. В конце концов, есть прокуратура города Якутска. Так. Подъезд к Тенсунун, Тахал, Руман. Правильное предложение. Есть в городе уже очень хороший опыт, когда соседи сами организуются, сами дезинфицируют, не дожидаясь управляющих компаний, свои подъезды. И это правильно, так как в этом подъезде живут наши дети, наши дедушки, бабушки. Поэтому самоорганизация соседей приветствуется, и у нас такие положительные опыты в городе есть. Продуктовые магазины не закроются, они будут работать. Кускамулленердо. Пока никаких указаний не было, давайте я уточню, дополнительно отвечу. Так, про утиную охоту уточните, пожалуйста. Так, Роспотребнадзор отдыхает, говорят в Ютубе. Неправда, Роспотребнадзор не отдыхает, они работают. Детям-инвалидам, когда выдадут деньги? Детям-инвалидам списки мы все обработали. Я надеюсь, что во вторник дети-инвалиды получат свои деньги, которые своим распоряжением я подписала, по 3000 рублей на одного ребенка. Так, как можно лично со мной связаться? Значит, ну, напишите в Инстаграме или можете по электронной почте отправить сообщение. Вы знаете, прием граждан сейчас не работает ни в одном учреждении. Так, кинотеатры закрыты. Значит, дистанционное обучение открывают все учебные заведения. ЕГЭ будет перенесено, о сроках переноса ЕГЭ вам сообщат. УК Роскотех в подъездах уборку не делают. Принято, записали. Так, Якутскэнерго отправляют на работе в период карантина сотрудников. Пенсионные счета пожилых старше 50 лет уже пошли, поэтому пусть помогите. Пусть помогите бабушке как-то дистанционно проверить свой счет. Как будет с зарплатой тем, кто работает в эти дни? Но это зависит от того, где вы работаете. Если вы работаете в предприятии, которое в указе Путина указано и в рекомендациях Министерства труда указано как предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность, то вы работаете в обычном режиме, это для вас рабочие дни. Для муниципальных государственных служащих тоже это обычные рабочие дни. После 5 числа работаем или нет? Значит, но сейчас мы ограничения ввели только по 5 число. Если будут приняты вышестоящим руководством Роспотребнадзором дополнительные решения, то мы вам об этом сообщим. Так, что с кредитами и кредиторами? Все выйдем на просрочку. Пожалуйста, значит, по кредитам и значит, кредитованию сейчас начинают приниматься решения, поэтому следите за сайтом вашего банка, где у вас находится кредит. Я думаю, что в ближайшее время какие-то там решения будут. Я уже вижу, что начинают выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям, например, для выплаты заработной платы своим сотрудникам. То есть банки тоже сейчас начинают принимать решения. Люди едут на машине из другого города в Якутск. Останавливать не будут? Нет. А как вы определите, что они едут из другого города? Ну, только по номерам, если что. Надо брать двустолк, бензопилу, переждать деревни, города. Ой, не надо. Не надо такие мрачности писать. Вы же знаете, что для большинства людей коронавирус не представляет опасности. Но вот такие ограничительные мероприятия вводятся для того, чтобы вы не были переносчиками, вы не были распространителями. Но и все-таки никто из нас не знает с вами, как отреагирует наш иммунитет на этот вирус. Поэтому лучше, значит, берегите себя, своих родных, сидите дома. Так.
Кредиты. По городу почему? Так, детская стоматология не будет работать. Все медицинские учреждения работают, значит, на оказание неотложной помощи. Неотложная помощь всеми медицинскими учреждениями будет оказываться. Так, дезинфекция. Эти адреса мы запишем. Так, дезинфекция. Я работаю в алкогольной компании. Мы на карантин не закрываемся. Так, ну... Алкоголь в соответствии с российским законодательством относится к продуктам питания, поэтому про это пока речи нет. Так, социальные выплаты будут автоматически продлены, социальные стипендии. Да, Путин говорил о том, что все социальные выплаты должны продляться автоматически, поэтому эти решения еще раз в выступлении Путина, пожалуйста, посмотрите. И социальные службы вас тоже, значит, будут оповещать. Так, поезда будут ходить, почта работать будет, значит, коммунальные услуги тоже приниматься будут, пункты оплаты будут работать, банки будут работать на прием клиентуры с ограничением, поэтому только вот по приему платежей. Так, что с банками, кредитами? Берегите себя, вы Якутску очень нужны, спасибо большое, вы тоже себя, пожалуйста, берегите, прислушайтесь к моим словам. Не покидайте свои квартиры, оставайтесь, пожалуйста, дома. Сегодня мы встречались с координационным... Мне не удалось ничего найти в интернете по запросу. Координационным советом по предпринимательству, значит, обсуждали меры, какие могут быть приняты, обсуждали подробности, значит, предстоящих ограничительных мероприятий. Рынок Белое озеро... Значит, рынок Белое озеро, насколько я помню, он должен быть закрыт, да. Так, все клубы ночные, развлекательные будут закрыты. Почему предприятия города будут работать в полном составе? Не знаю, о каких предприятиях говорите. Значит, если жизнеобеспечивающие предприятия, которые, значит, отвечают за свет, тепло, газ, воду, то, конечно, они работают. Работают все муниципальные государственные служащие. Хотят закрыть дорогу сел в Намцах, а как нам купить продукты? Ну, в Намцах, я думаю, что продуктовые магазины тоже работают, как и в Якутске, поэтому... Но я не знаю о закрытии дороги, я такого решения не принимала, что будет закрываться дорога. Так, значит, субсидии по ЖКО семьям, которым эти субсидии положены, они будут продляться тоже автоматически. Следите за соответствующими решениями. С пропиской в деревне, в какую поликлинику показаться. Полисы ОМС, они действуют на территории всей Российской Федерации, поэтому обратитесь по телефонам горячей линии Министерства здравоохранения, вам подробнее подскажут. Почему много автобусников работают без масок и перчаток? Хорошо, обратили внимание. Так, здоровья вам и терпения в эти сложные дни. Спасибо большое. И вам всего самого доброго. Пожалуйста, все-все-все, не болейте, берегите себя. Так, приемные семьи олара сухой паёк ларду во время дистанционных верах. Значит, категория детей, которые должны получить сухой паёк, это те дети, которые в обычное время получали в школе бесплатное питание. Это та же самая категория людей. Поэтому, если вы получали в школе бесплатное питание, то вы получите сухой паёк. Так, сухой паёк детям. Да, значит, мы сейчас определили количество детей, которые нуждаются в сухом пайке. Для меня важно, чтобы сухой паёк был качественный, у всех детей одинаковый. Социальные работники будут работать. Могут ли проходить спортивные соревнования на воздухе до 50 человек? Нет. Никакие спортивные соревнования, ничего нигде не проходят. Ни на свежем воздухе, ни 50, ни 20, ни 10 человек. Так, как продлить субсидию ЖКХ? Зайдите на сайт агентства субсидий, я думаю, что там вся эта информация есть, там, пожалуйста, посмотрите. Когда снесут дом Байкалова? Еще раз, я отвечаю сейчас на вопросы по коронавирусу, поэтому просьба большая задавать вопросы по теме. Но, значит, по сносу домов можете посмотреть на сайте, там вся информация есть, либо же ответим дополнительно вам потом. Так, в понедельник на прием к 14 часам онкодиспансер, с утра ехать или час на остановке ждать?
Но если вам к 14 часам онкодиспансер, если это плановый прием, вам сначала нужно позвонить в онкодиспансер. Если это плановый прием, то, возможно, плановые приемы отменены. Я не могу сказать точно, но заранее проверьте, чтобы зря не ехать. Потому что, говорю, медицинские учреждения будут работать для приема экстренных больных и экстренных ситуаций. Плановые приемы, насколько я знаю, пока отменены. Это же не рабочие дни, вы должны понимать. Так, инвалидам, недееспособным, это надо узнавать вам в управлении соцзащиты, пока по недееспособным инвалидам специальных решений нет. Мы поддерживаем сейчас пожилых старше 65 лет по решению указа главы республики, значит, те, кто не нарушает режим самоизоляции, и в первую очередь поддерживаем детей-инвалидов, а также детей из малообеспеченных, значит, семей, детей-инвалидов, повторюсь. Летное училище будет работать? Нет, учебные заведения не работают. Слишком напрягаете глаза, берегите их. Спасибо большое. Зрение плохое, поэтому присматриваюсь, а сообщений очень много, не успеваю, простите меня. Но я думаю, что вам важно не мое лицо, а то, что я говорю, поэтому уже как бы больше слушайте, а не смотрите. Так, дальше. На следующей неделе зарплата будет? Я не знаю, где вы работаете, в какой сфере вы работаете, не могу ответить, будет у вас зарплата или нет. Я знаю, что до 1 апреля пенсионерам планируют выплатить пенсии. Вот это я слышала, а про зарплату я, к сожалению, вам, конечно, не отвечу. Так, Энергосбыт будет работать для оплаты? Да, пункты приема оплаты не будут, но постарайтесь все платежи проводить онлайн. У всех есть, и у Энергосбыта, и у Сахатранснефтегаза, значит, практически у всех управляющих компаний есть возможность приема онлайн. Раз вы владеете Инстаграмом, значит, наверняка вы овладеете методами, значит, оплаты онлайн. Дом ЖКХ.ру, электронная ЖКХ Якутия, вот на этом сайте все управляющие компании принимают, значит, и ресурсники принимают оплату в режиме онлайн, с карточки можете оплатить. Аптеки почему повышают цены? Не знаю, значит, ценообразование в аптеках регулируется, но, может быть, на отдельные виды какие-то повышения было, но мы мониторим ценообразование как на основные продукты, 22 наименования, так и мониторятся, значит, основные лекарственные средства, вошедшие в, значит, утвержденный перечень. Поэтому на основные лекарства, самые важные жизненные лекарства, повышения цен не должно быть. Так, добрый вечер. Прометей не исполняет ваше поручение по дезинфекции. Так, услышали, Короленко 7. Так, дети-инвалиды на дому будут получать сухой паек. Да, все, кто получали в школах бесплатное питание, будут получать сухой паек. Так, дети, которые улетели, не успеваю. Дежурство силами, значит, столичной полиции, оно будет организовано обязательно. Так, школьные экзамены ЕГЭ переносят. Да, смотрите на сайте Министерства образования или узнавайте в своих школах, пожалуйста. Так, кондитерские магазины, нет, я не могу сказать, это же продуктовые, надо посмотреть. Продуктовые магазины будут работать, хозяйственные магазины, автозаправки будут работать, аптеки будут работать. Как чувствуют себя заболевшие якутяне? Они чувствуют себя нормально, находятся под наблюдением врачей, поэтому я думаю, что значит, здравоохранение скоро выйдет на связь и все сами расскажут, как они себя чувствуют, но ничего там фатального нет. Закуп масок из Китая за 110 миллионов рублей, 500 тысяч масок. Но есть организации, которые контролируют цены и прочие вещи. Это не мои полномочия, я даже комментировать это не буду. Так, пособие ребенка. Ну, пособие ребенка. Все, что положено, вы получите, конкретизируйте вопросы. Какой 202 сидите дома? Поддерживаю. Не надо никуда ездить. Сидите дома, мои дорогие. Пожалуйста, берегите себя. Так, пенсионеры без местной прописки будут выплаты? Значит, на сегодняшний день выплаты определены для жителей города Якутска и жителей городского округа Жатай. Поэтому пока нет. По пенсионерам я имею в виду. Так.
Дезинфекция. До скольки продлили? Что продлили? Пожалуйста, конкретизируйте вопросы. Почему тем, кто работает, несмотря на карантин, не повышают заработную плату? Ну, муниципальные служащие должны работать, государственные служащие, мы должны все работать. Если вы работаете в частном предприятии, то обращайтесь в трудовую инспекцию по всем вопросам, либо же можете, конечно, со своими жалобами обращаться в прокуратуру города. Так, детские поступления когда ждать? Я не могу сказать про пособие, я не занимаюсь этим, я не контролирую сроки. Так, школа требует написать заявление и принести в школу. Правильно, дома сидеть же должны. Ну, действительно, не надо никакие заявления в школу уносить, отдайте классному руководителю, отправьте на сайт или обратитесь в управление образования, они примут, не надо никуда ходить. Сейчас же столько способов передать эти заявления, не обязательно ходить. Так, по дезинфекции подъездов очень много вопросов, я на все сейчас ответить не могу, но мои коллеги смотрят этот прямой эфир, все принимают, значит, на заметку. Школа был Лирда. Но мы планируем, что со следующей недели они перейдут на дистанционное обучение, все школы, но пожалуйста, дома. Почитайте детям книги, следите за новостями, если ситуация вдруг мы с вами не будем друг друга слышать, мы не будем друг друга слушаться, на автобусах, будем болтаться по магазинам, то тогда вирус будет распространяться, и вся эта ситуация продлится еще надолго. Поэтому от нас с вами зависит, как дальше будет развиваться ситуация. Будем мы с вами слушаться медиков, будем мы слушаться с вами санитарных врачей, ситуация будет нормальная. А если мы не будем подчиняться и будем бродить по городу и гулять, вот я вам простым языком говорю, чтобы вы понимали, вирус очень быстро распространяется. Для большинства людей он действительно не представляет опасности. Но вы уверены, что вы попадете в те 80% людей, для которых эта болезнь, она пройдет незаметно и быстро? Вы уверены в этом? Кто может быть уверен в том, что у него настолько сильный иммунитет, что он не заболеет? Кто может быть уверен в том, что он не является на сегодняшний день переносчиком? Вот даже ручки не помыли, на ручках перенесли, дверные ручки схватили, в подъезд зашли, лифт нажали, вы уже оставляете вирус. Да, вы можете не заболеть, но вы можете заразить кого-то другого, понимаете? Поэтому я бы не стала к этому так относиться. Действительно, эта болезнь, она для здоровых людей не столь опасна. Но мы-то с вами говорим о людях с ослабленным иммунитетом, мы с вами говорим о пожилых людях, мы говорим с вами о диабетиках, коих в Якутии очень много. Мы говорим с вами о людях с легочными заболеваниями. У нас очень много больных бронхитом, для них все это очень опасно. Поэтому думайте прежде всего не только о себе. Мы сегодня разделились на две группы людей. Одни паникуют, а другие у нас в такой браваде, нам ничего не страшно, значит, как тот храбрый заяц. Вы знаете, истина, она посередине. Паниковать не надо. Ничего сверхужасного не должно произойти, если мы будем себя вести осознанно и разумно. Ничего не произойдет ужасного. Но вот эта вот лишняя бравада и, значит, отказ от нормальных, естественных мер предосторожности тоже ни к чему хорошему не приведет. Но и как бы излишняя паника тоже не нужна, потому что вы должны знать, что хорошее настроение, хороший сон правильный, хорошее питание поддерживает хорошее настроение, а хорошее настроение ведет к укреплению иммунитета, значит, не надо стрессов, стрессы тоже подрывают иммунитет, это прописные истины. Поэтому, мои дорогие, я вас очень прошу, пожалуйста, сидите дома. Вот я не понимаю, мне в комментариях писали, там я читала, значит, почему автобусы ходят только один раз в час, мне нужно поехать на оптовый рынок. Мои дорогие, не надо вам ездить на оптовый рынок. Посидите спокойно несколько дней дома, почитайте детям книжки, позвоните своим родным, обязательно проследите, чтобы пожилые ваши сидели дома. Значит, есть службы волонтеров, которые доставляют пожилым людям продукты на дом. Значит, есть службы многочисленных доставок.
Пожалуйста, все рестораны, которые имеют такую возможность, будут доставлять свои блюда на дом. Заказывайте, кушайте. Единственное, что я вас очень прошу, пожалуйста, не контактируйте с незнакомыми людьми, не посещайте людные места. И это я вот говорю просто, значит, разумная предосторожность, она еще никому не повредила. Поэтому не пугайтесь, не бойтесь, ничего ужасного не происходит, просто мы все вместе с вами должны взять паузу. Иногда я думаю, что такие вещи не происходят просто так. Иногда я думаю, что, может быть, это происходит для того, чтобы мы с вами поняли, что в нашей жизни самое главное. В нашей жизни самое главное наши семьи, наши родные, здоровье наших близких, здоровье наших детей, общение с семьей, внимание к своей семье. Может быть, как раз эти 5 дней нам с вами даны для того, чтобы мы вспомнили о самых-самых главных жизненных наших с вами ценностях. И поэтому перестаньте думать о продуктовых магазинах, перестаньте думать об оптовых рынках, значит, торговых центрах и так далее. Все это от нас никуда не денется. Если что-то очень нужно, заказывайте онлайн. Поэтому, пожалуйста, мои дорогие, вот я просто прошу вас и повторяю уже, наверное, 10-й раз и буду повторять еще 10 раз. Пожалуйста, сидите дома. А то недавно меня спрашивают, вы отменили льготный проезд для детей из малообеспеченных семей, как же они поедут в гости? С ума не сходите, тем более детей никуда в гости не тащите, мои дорогие, сидите дома. Так, контроль над улусами, например, закроют ли алкомаркеты. За улусы я ответить не могу, там есть свои главы, пожалуйста, обращайтесь к ним. Почему закрыты детские сады? Я вам еще раз говорю, детишки, значит, тоже мы должны их защитить, поэтому детские сады должны быть закрыты. По указу президента Российской Федерации вся следующая неделя объявлена нерабочими днями. Если какие-либо частные предприятия, значит, какие-то организации, частники какие-то, да, нарушат указ президента Российской Федерации, вы понимаете, что за этим последует. Сегодня я провела встречу с членами Координационного совета по предпринимательству и всех официально предупреждаю о том, что те предприниматели, которые нарушат, значит, сейчас режим противоэпидемических мероприятий, никогда не получат государственной муниципальной поддержки. Сейчас, вы знаете, разрабатывается пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Так вот, бизнес тоже должен быть ответственным. Поэтому все, кто должен отдыхать, отдыхайте, значит, по городу не ходите. Работать должны те предприятия, которые указаны, значит, президентом Российской Федерации, уточнены главой Республики Саха-Якутия. Все остальные работать не должны. Так, что сложного, понять не могу. Да, действительно. Туапсе, привет. Спасибо большое. Туапсе, вам тоже привет. Так, строителям налоговые каникулы Барбуларда. Ну, ждите, значит, по налогам сейчас большой пакет готовится. По городу Якутску мы тоже предложение разработали, поэтому надо немножко подождать. Слишком прошло мало времени для того, чтобы сделать какие-то сейчас выводы, и, значит, надо подождать и проанализировать все. Мы не должны сейчас принимать поспешных решений, поэтому наберитесь терпения, будет что вам сказать. Так, в курсе ли вы, что некоторых отправили в принудительный отпуск? Ну, каждый работник должен знать свои права. Если ваши трудовые права нарушены, я знаю, я повторяю, что вы должны обратиться или в трудовую инспекцию, или в прокуратуру города Якутска, значит, о защите ваших прав. Так, который говорит, что надо переболеть коронавирусом, нужно быстрее. Ну, вы знаете, я такие вещи, когда читаю, я думаю, что я не стала бы никому советовать, вот давайте переболеем быстрее. Нет, ни в коем случае. Я не могу гарантировать, как организм каждого из вас воспримет этот вирус. И вы сами не знаете свой организм. Вот действительно, кто-то чихнет и не заметит, а кто-то заболеет так, что ему потребуется серьезная медицинская помощь. Неизвестно. Поэтому, пожалуйста, еще раз говорю, оставайтесь дома,
займитесь своими семьями, займитесь уборкой в доме, приберитесь в кладовках, я не знаю, переберите книжки. Ну, у каждого дома будет чем заняться. Смотрите любимые фильмы в интернете, общайтесь с друзьями по интернету, значит, читайте детям книжки, повторяю. Ну, неужели? Ну, тем более каждая мама поймет. Дорогие женщины, берегите своих мужчин. Мужчины у нас с вами только с виду такие крепкие, но на самом деле, конечно, вы знаете, что когда мужчины болеют, это просто бывает как это, хуже, чем ребенок болеет. Поэтому, пожалуйста, берегите своих мужчин. И кроме шуток, я еще раз говорю, старших, последите. Бабушки, дедушки бывают удивительно непослушными. Бывают непослушными, поэтому тоже иногда, как за детьми, надо глаз да глаз. Так, магазины автозапчастей во время. Так, значит, ну, ищите магазины с доставкой и онлайн продажей. Медик Тархам Настарин. По зарплате медиков я знаю, что республика готовит какое-то решение. Подождите, это не моя тема, я не буду это комментировать, не мои полномочия. Так. Работы по уборке снега как идут. Но вы видите, у нас год начался вообще. То мы с вами болели корью, потом у нас с вами приключилось бешенство, теперь у нас с вами коронавирус, снега ну просто невиданное количество. Снег убирают, коммунальные службы работают, вы за это не волнуйтесь. Мы побеспокоимся о городе, а вы побеспокойтесь, мои хорошие, о себе, о своих семьях. Маски в аптеках сама жду. Сама очень жду, у меня тоже масок нет, ну вот как бы стараюсь. В Улан-Удэ не поеду, не зовите, у меня тут дел полно. Так. В преддверии Пасхи можно порядок дома навести. Правильно. Доброй хозяйке всегда найдется, чем дома заняться. Так, управляющие компании работают, не везде хорошо, но, конечно, это... Вот у меня, знаете, давайте мы с вами договоримся как. Увидите на улице бабушку или дедушку, пусть это будет посторонняя бабушка или посторонний дедушка. Давайте каждый из нас, если вдруг случайно заметит, особенно прошу продавцов продовольственных магазинов, хозяйственных магазинов, не поленитесь, подойдите к бабушке, не трогайте ее руками только, попросите ее, чтобы бабушка или дедушка, попросите и дедушку, чтобы вернулись домой. Объясните им, что для них это очень опасно. Дай Бог, чтобы никто не заболел, ни у кого не было осложнений. Ну, пожалуйста, давайте мы с вами, значит, позаботимся. Увидите ребенка, значит, ребенка тоже домой. Значит, был вопрос про бомжей. Да, мы всю прошлую неделю занимались лицами без определенного места жительства, потому что действительно, несмотря на, значит, то, что вот они сами выбрали такой образ жизни, ну, под влиянием разных жизненных обстоятельств, мы стараемся им помогать, и всю прошлую неделю занимались. 33 человека мы поместили в социальные учреждения. Спасибо предпринимателям, которые занимаются этим социальным ответственным бизнесом. Среди них обнаружили 3 больных туберкулезом, сделали снимки, направили их на лечение. Поэтому этой работой мы занимаемся постоянно. Но другой разговор, что, конечно, они возвращаются, поэтому вам кажется, что они постоянно в городе, никто ими не занимается. Но вы поймите, по закону никто не имеет ограничивать их права, никто не имеет их права задерживать насильно, поэтому мы их помещаем в социальное учреждение, они отдыхают там, значит, отдыхают, моются, кушают, и через какое-то время, по их желанию, мы, конечно, их должны отпустить, мы не можем их там запереть. Так, строительные организации будут работать? Нет. Мы вас никуда не отпустим, спасибо большое. Вот, значит, почему младшему медицинскому персоналу не сократят рабочее время? Я пропустила. Рабочий день. Не могу сказать, задам вопрос, не понимаю. Вы же знаете, что медицина не относится к полномочиям города Якутска, это надо обращаться в Министерство здравоохранения. Так, дай вам Бог здоровья, спасибо большое, и вы не болейте. Пожалуйста. Так, у нас сколько прямой эфир длится? Есть штраф за выход из дома. Вы знаете, самый страшный штраф за ваш выход из дома,
значит, будет то, что вы можете подхватить вирус. Вот это будет самый страшный штраф. Для тех, кто старше 65 лет, при нарушении режима самоизоляции просто не будет выплачена вторая половина денег, которые предусмотрел наш Илдархан. Сейчас старики 2000 получили, нарушат режим, следующие 2000 они не получат. Так. Аэропорт закроют, отвечала, нет, аэропорт не закроют, это не полномочия города Якутска, и, значит, люди должны возвращаться домой, мы не можем им отказать в возвращении домой. Насморк не болеет? Нет, я не болею, не беспокойтесь, все нормально. Так, не беспокойтесь за меня, я в полном порядке. Почему обсерватор в детском учреждении? Ну, никто не был готов к этой ситуации, значит, поэтому так вот определили. Вы не бойтесь, потом проведут все дезинфекционные мероприятия, никто не допустит того, чтобы в детском учреждении осталась какая-то зараза, поэтому не беспокойтесь. Но мы должны были все-таки побеспокоиться о здоровье детей. Кытат, махтал. Не голоден, он. Так, про возраст, про возврат авиабилетов расскажите, пожалуйста. Ну, я слышала, что есть проблемы с Аэрофлотом и с другими компаниями, которые не региональные. Правительство этим занимается, я надеюсь, они решение найдут. Вроде с авиакомпанией Якутия никаких проблем нет. Что вы думаете о том, что сказала Эджейдора в передаче «Талбан»? Эджейдора мудрая женщина, и в ее словах всегда есть резон, поэтому, вы знаете, каждый в эти дни находит для себя свои аргументы, у каждого есть своя причина, значит, поддерживать социальную дистанцию, поддерживать мероприятия, которые организовывают наши медики, Роспотребнадзор для защиты нашего здоровья. Любой аргумент хорош, когда он нацелен на сохранение вашего здоровья и здоровья ваших близких. Так, ну вот к чему вы такие вопросы задаете? Меня зовут Сардана. Рыбные консервы, видимо, вы любите, да? Ну вот я не понимаю таких людей, зачем? Так, вы хоть отдыхаете? Да, не беспокойтесь, я отдыхаю, все нормально, не беспокойтесь. Так, администрации больниц будут работать? Ну, полагаю, что да, больницы будут работать, и администрация, наверное, будет работать. Так, как избегать штрафа, если срочно необходимо покинуть дом, срочно в определенное время съездить на работу? Так, ну, все-таки не надо вам ездить на работу. Так, детские пособия. Пусть сегодня выступит министр здравоохранения. Она периодически выступает, ее можно услышать, поэтому Елена Афраимовна на связи. Доставка воды работать будет. Так, МФЦ работает или нет, я не помню. Они, по-моему, на удаленный прием. На удаленный прием, там, посмотрите на сайте, пожалуйста. Так, город, ощущение, что город весь на улицах. Вот это меня тоже очень беспокоит, поэтому я решила выйти в прямой эфир. Я смотрю, количество людей в городе не сокращается, но будем надеяться, что сегодня это последний рабочий день перед длинными нерабочими днями. Люди стараются успевать что-то сделать, поэтому надеюсь, что завтра нас всех на улице будет меньше. Все бабушки получат выплаты, и каким способом? Бабушки и дедушки получат те, кто прописан на территории города Якутска или Жатая, не работающие, которые, значит, перешли на режим самоизоляции. Автоматически получают на свои пенсионные карточки. Но в крайнем случае моя мама и моя свекровь сегодня просто по умолчанию получили эти деньги на карточки, никуда не писали, никуда не ходили. Так, почему двухэтажные деревяшки не дезинфицируют по Билибину? Так, значит, смотрим, записываем. Волонтерам оплачивают? Нет, волонтеры на то и волонтеры, потому что они все это делают добровольно. Но вот мы буквально сегодня вечером приняли решение в поддержку вот этих замечательных ребят, которые сейчас тратят свое время, значит, развозят продукты нашим пожилым нашего города. Мы решили их поддержать, организуем им бесплатный проезд
на городских автобусах, чтобы хоть как-то этих ребят поддержать. Пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо нашим городским медикам. Я хочу сказать большое спасибо санитарным врачам, которые, не покладая рук, работают все эти дни, чтобы нас с вами предостеречь. Наша с вами задача единственная – их слушаться. Я благодарю сотрудников полиции, которые сейчас в усиленном режиме патрулируют наши улицы, выходят на ночные дежурства, оставляют свои семьи для того, чтобы заботиться о нас с вами. Огромное им спасибо. Большая признательность еще раз всем волонтерам, всем добрым людям, которые друг другу помогают. Я горжусь вот такими соседскими объединениями, такими ТСЖ, которые в эти дни организовываются, сами дезинфицируют, сами убирают свои подъезды, не дожидаясь кого-то. И поэтому, конечно, вот такие замечательные примеры, когда социальные учреждения шьют маски бесплатно. Вот недавно в Гагаринском округе ДК имени Гагарина работники сами пошили маски, раздали пожилым в Гагаринском округе. И школы недавно тоже шили маски, раздавали, значит, в школе-интернате. Поэтому мы с вами должны заботиться друг о друге. Если у кого-то есть возможность кому-то помочь, пожалуйста, делайте это. И если в вашем подъезде есть одиноко проживающие пожилые, им нужна помощь, но покажите, помогите. Вряд ли они владеют дистанционной доставкой, заказом и так далее. Позаботьтесь о них, пожалуйста. Хотя доставка будет работать, конечно, социальные службы работают, к одиноко проживающим пожилым людям, у которых нет родных, значит, социальные работники ходят и должны будут обеспечивать их всем, конечно. Есть горячая линия Минздрава, где дежурные операторы готовы ответить на все ваши вопросы, значит, касательно здоровья. ДШИ-2 благодарим за маски для ветеранов. Ну вот, молодцы. Видите как? Так, техучасток почему должны работать? Ну, эта организация, мне кажется, обеспечивает жизнедеятельность города. Поэтому успокойте, пожалуйста, людей. Сегодня крупный пар. Ну вот я успокаиваю людей, что, конечно, вы не должны думать, повторюсь, что мы сегодня разделились на какие-то две группы. Одни не воспринимают никаких правил и считают, что с ними ничего не произойдет, и все это ерунда и выдумки, а другие, наоборот, паникуют и впадают в состояние стресса. Повторяюсь, истина, она посередине. Принимайте разумные меры, значит, дезинфекции, личной гигиены, чаще мойте руки, не прикасайтесь к лицу, не трогайте глаза, значит, обрабатывайте все поверхности, к которым вы прикасаетесь, обрабатывайте сотовые телефоны, постарайтесь поменьше иметь дело с наличными деньгами, либо сразу мойте руки. Поэтому вот эти вот вещи, как казалось бы, бытовые, вы знаете, сегодня мы живем в такие дни, когда наши бытовые привычки должны измениться. Дверные ручки несут очень большую серьезную опасность, кнопки лифта несут, перила. Если вы молодой, здоровый, нормальный человек, постарайтесь вот все эти ручки лишние не трогать. Ну, там уже очень много роликов и юмористических, и серьезных, как нужно себя вести вот в эти дни. Так, Кулаковского нету дезинфекции. Как пенсионерам самоизолироваться, если в семье есть человек, который будет работать даже в нерабочую неделю и не может уйти на удаленку? Но вот еще раз говорю, если в вашем доме вместе с вами проживает пожилой человек, то все меры предосторожности, о которых я вам рассказала, обязательно для вас просто, вы должны относиться так, как будто, значит, мойте руки, дезинфицируйте дверные ручки, в правильной последовательности снимайте верхнюю одежду, когда заходите в квартиру. Постарайтесь ничего, значит, в дом не таскать, поэтому будьте дважды осторожны. Так, помогите контактному зоопарку. Не знаю, какая там проблема, давайте изучим. Но контактные зоопарки же с 1 января у нас, по-моему, запрещены. Видимо, есть проблема в устройстве какой-то. Поменяйте лампы освещения уличных на ультрафиолетовые вместо закупки масок. О, ну, нет, это, я думаю, что не получится, не поможет. Так, волонтеры развозят значит, питание социальной столовой в дни карантина, поэтому обратитесь, пожалуйста, туда, вам подскажут.
Строители будут работать? Нет, строители не должны. Ну, значит, там, где нет контакта и большого скопления, в принципе, как бы мы говорим же о том, что не должны работать те предприятия, где очень много людей, где людей больше там, и где мы не можем соблюдать дистанции. Обязательно соблюдайте дистанции. Дистанции должны быть между вами больше 1 метра. Так... У нас тоже бардак, нет дезинфекции. Ну вот я говорю, с дезинфекцией мы не успеваем. Банкоматы работать. Да, банкоматы, кстати, да, тоже опасность. К банкоматам подходите с большой опасностью. С пособиями задержек быть не должно. Это социальные функции государства. Я свой подъезд сама мою хлоркой. Не дождешься этой уборки, сука. Ну вот, конечно, жаль, что управляющая компания не помогает, но вам огромное спасибо за то, что вы неравнодушный человек и сами взяли все в свои руки, потому что я всегда говорю, все решает человек. Так, плачу квартплату, почему я должна сама обработать свой подъезд? Ну, я говорю о том, что никто в Российской Федерации, в мире к этой ситуации не готов, и поэтому, конечно, не везде управляющие компании справляются, подгоняем. Но, тем не менее, значит, не все получается, но мы продолжим. Так, про дистанционную продажу и доставку я вам сказала. Про выплаты пожилым я вам сказала. Проверяю темы, которые я должна была проговорить. Я во время карантина буду работать, я муниципальный служащий, я обязана работать. Более того, я глава города Якутска, вы меня избрали для того, чтобы я о вас заботилась. Хороша же я буду, если я спрячусь дома, испугаюсь и буду там сидеть, а вы там выживаете как хотите. Нет, конечно, я буду на работе, я буду о вас заботиться, не беспокойтесь. Так, про самоизоляцию я вам сказала. Оперативный штаб республики под руководством Арсена Сергеевича работает круглосуточно. Городской штаб под моим руководством работает круглосуточно, поэтому не беспокойтесь, мы контролируем ситуацию, все нормально, все под контролем. Единственное, еще раз говорю к тем, кто присоединился только что, пожалуйста, в ближайшие нерабочие